Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители. Меня зовут Ольга. И сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. С кем сведет вас судьба? Будем смотреть до конца лета. Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком не думайте. Песочек сам все увидит и расскажет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, какой интересный рисунок вышел. Тут не один человек, их двое. Вот один протягивает к вам факел, а вот другой стоит на линии судьбы, и у него в одной руке подкова, а в другой руке у этого человека какая-то задушенная змея. Ну, не живая. Так, ничего себе, вот это поворот. Вот это поворот. Тут два человека. Два мужчины, не один. Не один. А вы как-то вообще показаны птицей, которая сидит как на веточке, на такой, раскачивается. У вас какой-то взлет в жизни идет до конца лета. Взлетите, вот мне идет, ну, в переносном смысле, понятное дело, да, вот как пробить потолок, как чего-то добиться, либо чем-то успешным заняться. У вас еще, смотрите, в лапках, ну, птички, да, вот как что-то на восьмерку похожее. Может быть, это знак бесконечности, а может быть, это и есть восьмерка, знак работы, бизнеса, заработков. Ну, птичка — это хорошо. Птичка у нас летает высоко с неба, да, либо там с дерева, и намного виднее, где какие ресурсы, да, где зернышки собирать. Интересно, вот мне интересно посмотреть, что у вас идет, да, потому что вас так интересно показали, необычно. Птица. Я же говорю, птица. Взлететь. Какой-то взлет вас ждет. Работа, бизнес, деньги, карьера. Что-то, может, будете продавать, перепродавать. Может, что-то выгодно сможете продать. Не могу точно вам сказать. Давайте посмотрим. О, тут леса. Так, мои хорошие, у вас что-то давно не получается, не получалось, не удавалось, как будто бы дорога была вам закрыта. И как бы сильно вы не старались, все равно не получалось. Были сплошные вот отказы, блоки, проблемы. Кто-то другой получал, а вам, ну, как говорили, до свидания, да, либо пожимали плечами и говорили, ну, все, типа, нет, ты не подходишь, мы тебя не берем, там. У кого-то покупают, у вас не покупают. Кого-то нанимают, вас не нанимают. У кого-то бизнес идет, у вас одни эти остановки. Ну вот какой-то, знаете, вот, ну не то чтобы негатив, а скорее вы ждали какого-то момента, который должен, ну буквально, да, вот я говорю, птица, и тут вот аист крылья расставил. Что-то должно было произойти, что-то должно было произойти. Возможно, оно еще произойдет, да, потому что у нас впереди невероятные события, у нас с вами и солнечное затмение, и новолуние, и парад планет, и еще это поток Персеиды, да, будут эти кометы лететь, астероиды лететь, будете наблюдать. Еще и лунное затмение у нас с вами впереди, да много всего впереди. Вот какое-то одно из этих событий станет отправной точкой к тем переменам, которые вас ждут.
То, что долго не могли, вот мечтали, хотели, кто-то работал, кто-то старался, кто-то вкладывался, а все было закрыто, заблокировано, закрыто. Ну вот произойдет некое событие, которое вам буквально дверь открывает. Да? Либо сами откроете, с ноги зайдете. Что-то... Ну, понятно, что вы разные, я не могу сказать, что. Но оно денежное, либо рабочее, либо бизнес, либо ресурсное. Вот как исполняется что-то. Раньше вот ни в какую, а теперь раз и все открыто. Все открыто. А вы ведь так много уже всего знаете. Вы собрали так много информации. С закрытыми глазами теперь дойдете. Какие-то очень сильные перемены идут именно для вас по жизни. Понимаете? Когда так мне идет. Ну, птица, да, взлетите. Высоко взлетите, еще и 8 держите. Ну, либо бесконечность, тогда это уже навсегда, да. Будете постоянно летать с веточки на веточку по грешной земле, точно ступать не станете. То есть это уже знак, что вы не как все. То есть для вас открываются такие возможности, которые другим и не снились. Вот так не идет. То есть вы еще этим будете заняты. То есть у вас период расцвета, да, вот ресурсов, денег. Вот. И тут как раз два мужчины. Немножко вам не с руки это все. Да? Придется отвлекаться. Придется отвлекаться. Ну а что делать? Ну оно в жизни так и бывает. Энергия любви, энергия денег, они очень похожи друг на друга. И они ходят парой всегда. Да? Деньги и любовь всегда ходят парой. Вот и у вас приблизительно такой порядок образовался. Так, ну давайте теперь разберем мужчин, которые идут к вам. Давайте начнем с этого, с левой стороны. Ну, потому что он менее важный, потому что он слева стоит, а вот этот, который по линии жизни, судьбы, вот он самый важный. Первый мужчина высокий. Вот сразу хочу сказать, высокий, у него высокий рост, у него крупная голова, ну, большая, круглая, может, у него прическа пышная, да, кажется, что голова большая. Мужчина, за спиной куча женщин у него, смотрите, 1, 2, 3, 4 штуки. 4 женщины у него за спиной и одна серьезная какая-то дама в прошлом. То есть, возможно, это бывшая жена, вот. Ну, либо женщина, с которой он там очень долго вместе был, и она прям, ну, как-то выделяется. Ну и плюс вот 4 поклонницы, я так понимаю, либо 4 любовницы. Но они за спиной, а это говорит о том, что когда он придет к вам, этих женщин, ну, как бы нет, да, либо они ему уже не интересны, не важны. Он решил их всех прогнать. Я так понимаю, любвеобильный, опытный, в плане отношений интересный. Какая-то у него есть дурная привычка. То, что вам не понравится в нем. Не понравится. Но с другой стороны, ну мы же не все идеальные, да? У каждого из нас есть какие-то привычки, которые другим не нравятся. Ну, ладно, опустим это. Мужчина огненный, сразу говорю, у него огненный знак зодиака, очень похож на Овна. Ну, может, и не Овен. Но вот больше похож на Овна, знаете, вижу цель, не вижу препятствий, и напором, нахрапом, да, лишь бы свое получить. А надо, но мне не надо. Вот он как бы не акцентирует. Яркий, привлекательный, харизматичный, интересный мужчина. Несет вам прям какой-то, не знаю, факел у него горит. Ну, страсть свою несет, да, он несет вам свою страсть. И, возможно, это вас остановит. Вы скажете, слушайте, ну извините, мне не интересно, да, мне нужны серьезные отношения, а не вот это становиться любовниками, еще потом не пойми, чем это все закончится, да, как-то так мне идет. Он вас очень красиво будет добиваться, подарки, внимание, созвоны, переписка, посыльные, там будут появляться самые неожиданные моменты. Там то помогать, то защищать. Прям бегать за вами будет, да, прям будет бегать. И я вам так скажу, чем больше он за вами бегает, тем меньше он вам интересен. Ну, либо как-то вы в нем разочаровываетесь, что-то вы в нем такое либо видите, либо наоборот не чувствуете, да, что позволило бы вам быть с ним вместе. И вам откровенно будут ваши же подружки завидовать и говорить, ну ты такая счастливая, такого классного мужика нашла себе, и красивый, и с ресурсами, и бегает за тобой.
а вы как-то плечами будете пожимать и говорить, ну, не знаю, не мое, да, вот как-то не тянет, не откликается он мне. И вот чем больше он бегает, тем меньше вы готовы с ним общаться. И еще вижу такой момент, что куда бы этот мужчина ни пришел, вот женщины прям как мороженка, да, начинают таять. И это немножко вас будет раздражать, скорее всего. Не то, что вы ревнуете, нет, просто ну, как-то настолько это все некрасиво, настолько это как-то вам неприятно. Какой-то, знаете, публичный, ну не публичный, общественный, или как это правильно сказать, мужчина для всех, да? Мужчина для всех. То есть, скорее всего, вы будете думать так, что, ну, раз такое происходит, значит, он специально это делает, да? Либо он ничего не делает, чтобы избежать таких моментов. Ну да, он за мной ухаживает, но при этом он цветет и для всех остальных. Вот. Хотя мог бы там вести себя поскромнее, да, поспокойнее. Ну вот что-то будет, что-то, что вам подскажет, что это не он. Опять же, может, он вам по гороскопу не подходит, да, потому что огненные знаки не всем подходят, особенно вот, если это действительно Овен, как я это вижу. Но он прям слишком огненный. Даже вот этот факел несет, уже говорит о том, что он огненный. В принципе, как человек, я не могу сказать, что он плохой. Скорее какой-то взбалмошный и безрассудный немного. А с другой стороны, это ему помогает, у него деньги есть, у него там ресурсы, да, все в порядке, он вижу цель, не вижу препятствий. И как бы есть за что похвалить, но с другой стороны, наверное, таки он не ваш персонаж. И то, что он очень такой, его много, да, и, скорее всего, вы женщина не такая, вас это, ну, действительно будет раздражать. Вы любите тишину, спокойствие, время само с собой, да, вот, чтобы вас там не дергали, не тащили там, куда попало, да, учитывали ваши интересы. Вот, может, вы не любите какие-то яркие мероприятия, там, сюрпризы не любите, когда там человек за вас что-то решает, выбирает, да, ну, такое тоже может быть. Ну, вижу, что он ухаживает, и все вроде неплохо, и даже вам завидуют. А с другой стороны, ну вот не лежит душа, и все. Вот хоть ты плачь, на самом деле. Ну плакать вы точно из-за него не будете, это я вам гарантирую. Ну вот какая-то такая история, да, вроде, казалось бы, и мужчина неплохой, и красавчик, и все при нем, но не ваш формат. И еще он очень быстро будет стараться свести ваши отношения в горизонтальную плоскость. Да. И даже если вам уже 65+ и 75+, мужчина будет стараться свести ваши отношения в горизонтальную плоскость. Возможно, и это будет вам не нравиться, да, потому что, ну, многие девушки, им действительно ближе, наверное, по душе нужно будет сначала, чем в постели, да. Ну, как-то так мне идет. Вроде и нормально, а вроде и не ваше. То есть, в принципе, ну, нет, плохого не скажу. Ну, давайте на картах его посмотрим. Почему у вас такая на него реакция? Ну, скорее всего, просто не подходит, да, не ваш персонаж, не ваш профиль. Как будто бы с его стороны к вам химия прям бушует, там, да, факел горит. А с вашей стороны как будто бы химии нет. Так смотрите на него, ну, как бы, окей, дальше что? Ну, не знаю, сейчас посмотрим, может, причину нам карта покажет, ну, хотя бы приблизительно покажет. Ну, несерьезным будете его воспринимать, да, что вот он несерьезный человек. Какие-то поступки, знаете, ребяческие, как у ребенка, да, как у какого-то подростка. Семья с таким человеком. Нет, ну вы женщина рациональная. Вы так посидите, подумаете, скажете, ну, будет там ходить, сверкать своим лицом, а девки будут вешаться. А что я буду делать, да? Бегать, защищать, отгонять, охранять. Оно мне надо. Плюс вот эта его горячность, да, вот это все, потребность, сами понимаете, в чем. Ну, как-то, ну, не ваше. А еще вы можете его встретить в какой-то неудачный день, да, вот энергетически неудачный, и как бы из-за этого не заладится. И мне кажется, что когда вы перестанете общаться,
ну, либо меньше будете общаться, вам даже это как-то понравится, вы как-то выдыхаете и думаете, и слава богу, да, отстал от меня, либо отстает наконец-таки от меня. Нет, нет, вам вообще нормально будет, а ему нет, он может обидеться на вас, он может там думать, что вы, ну, как бы там из себя строите, что вы там корону носите. Он даже вам может это сказать, типа, а что такое, почему ты так себя ведешь? А я ведь мужчина хоть куда, вон все за мной бегают. Сейчас вот щелкну пальцем, и все побегут, девчонки. Ну, вы скажете, иди щелкай. Иди. Я не против вообще, я не против, иди щелкай. Ну вот как-то да, вы его, ну, не пошлете, но прям так ему конкретно будете намекать, что не хочу я с тобой, ну, неинтересно, не мое ты, да, я не хочу с тобой, не тянет меня. Как-то вот тяготитесь, да, вот правильное слово, вы будете тяготиться им и его вниманием к вашей персоне. Да? Тяжелый человек, может, он громко разговаривает, там, громко смеется, не впопад говорит, либо какие-то шутки у него, да, такие вот, которые вам неприятны. В общем, пошлете вы его, ну, либо технично уберете из своей жизни, как бы, ну, имеете право, да, имеете право, если вы понимаете, что это не ваш, зачем вам мучиться. Так, теперь давайте разберем второго человека. По второму не могу сказать, какой у него знак зодиака, либо какая стихия, но человек, он очень сильно умный, вот прям конкретно умный. Его красота в его уме, в том, что он очень образованный, интеллектуально развитый, с высоким интеллектом, какой-то, вот знаете, знаток, что ли. Знаток почему-то мне идет. Может, он в какие-то суперинтеллектуальные игры играет, либо у него какая-то академическая степень есть. Может быть, он какой-то суперспециалист в своей сфере. Но я так скажу, то, что он подкову держит, это уже о многом говорит. Да? Скорее всего, человек, который либо достаточно очень везучий, да, вот, ну, бывают такие персонажи, либо для вас это огромное везение, что вы с ним встретитесь и познакомитесь. Змею держит. Но опять же, у кого-то это знак медицины. Да? Возможно, он как-то связан с медициной, либо он связан с защитой. То есть, может быть, он какой-то военный инженер, там, не знаю, может, он и инженер, там, медицинское оборудование, да, системы всякие. Может, он и, не знаю, сам медик по себе, но какой-то необычный. Ну и также то, что вот он может вам предоставить защиту. То есть он избавит вас, защитит вас от той змеи, которая вас кусает. Опять же, это может быть какой-то конкретный человек, да, в виде змеи. И также это может быть какая-то проблема, да, которая ввелась вокруг вас и душит вас, как змея, как питон, например. Вот, а он от этого избавит. И вот что-то мне подсказывает, что у вас и знакомство такое вот идет, да, не просто люди познакомились, а здесь какой-то повод, причина есть, да, почему вы познакомились. Ну, если он медик, понятно, да, вам посоветуют, порекомендуют, либо вы случайно к нему попадете на прием и, ну, ахнете, скажете, боже, он такой специалист, это же мне так повезло, да, это здорово. А у кого-то отыграется, что, допустим, вас кто-то познакомит, скажет, что это очень крутой человек, там у него связи, он там такой звезда, да, нашей с вами современности, реальности. Вот. Ну, как бы вы воспринимаете знакомство с ним вот как везение, но вы не воспринимаете знакомство с ним как вот для личной жизни. Вот почему-то так идет. Потому что в левой руке, да, подкова, потому что в правой руке задушенная змея. Да, скорее всего, для вас это просто удачное знакомство с хорошим специалистом. Либо человек, который, ну, профессионально, да, какие-то услуги оказывает, либо профессионально в чем-то разбирается. По поводу его внешности. Обычная, сразу говорю, обычная. Ничего там уникального, яркого, привлекательного, сверхпривлекательного я не вижу. Внешность у него обычная. Ну, как бы не уродец никакой, но обычный мужчина. У него какие-то, знаете, вот как прямые черты лица. Например, там нос прямой, скулы, например, прямые, такие вот углом, брови прямые. Ну, какой-то вот он
не красавец, но не урод, да, вот, ну, обычный человек. То есть ничего сверхъестественного в его внешности нет. Вот если этот красавчик, да, то этот обычный, прям самый обычный, заурядный. А вы с этим человеком, ну, понятно, если доктор, то он лечить вас будет. Если не доктор, а другой специалист, ну, как-то, да, будете, наверное, общаться, какие-то вопросы будете задавать. И каждый раз вы будете в восторге от того, как этот человек вам отвечает. Вот насколько он грамотно отвечает, насколько он разбирается в теме, насколько он доступно все объясняет. Да? Ну вот если вы не специалист там, в медицине, а в медицине очень много всяких терминов, да, а он будет объяснять так, чтобы конкретно вы понимали. И вы будете ему за это благодарны, потому что не все медики, к сожалению, понимают это, да, и не все объясняют своим пациентам, вот, чтобы человек понял, да, до конца понял, в чем проблема, что делать, как поступать. Вы это сразу поймете, вы сразу почувствуете, да, видно, у вас уже есть опыт общения с подобными специалистами, и вот прям отметите, да, насколько вот он грамотно все это объясняет, доступно объясняет. Вам очень интересно будет с этим человеком, вот слушать интересно этого человека. Общение здесь вот чисто какое-то профессиональное показано. Хотя тут мужчина сразу вас увидит, вернее, он увидит вас, прям такую кошечку. Может, он, кстати, любитель кошек. Кстати, возможно, вы ему напомните кошку, да, ну, потому что вы грациозная, вы, возможно, так разговариваете, как кошка мурчит, да, как-то прям гипнотизируете. Возможно, у вас глаза зеленые, либо разрез глаз у вас такой немножко, как лисьи глазки. Ну, в общем, он видит в вас кошечку, но он молчит об этом. Он просто об этом молчит, потому что, ну, как бы, не знаю, только познакомились, да, может, спугнуть вас не хочет. Может быть, он ничего про вас не знает о вашем семейном положении, вообще о вашем настроении в плане личной жизни. Очень грамотно, кстати, будет себя вести. Этот никуда не спешит. И он вас не раздражает. Если этот спешит, и он вас раздражает, то этот никуда не спешит, и у вас нормальные, здоровые отношения начинаются с ним. Видите, вот сердечко показали. Это его сердечко. Он, когда вас первый раз увидит, у него прям сердце на вас так учащенно забьется. Он, как если доктор, да, скажет: у меня аритмия. Вы поняли? Вот оно. Его сердечко, которое забьется учащенно. Да, вызовите у него аритмию. Ну, шучу, конечно. Нет, не так это, конечно, будет. Ну, просто человек, там, не знаю, восхитится, там, влюбится с первого взгляда. Как не покажет. Он этого не покажет, что интересно. Вот. И вам и в голову не придет, что вы ему понравились. Наоборот, вы будете его там нахваливать, что он такой приличный, воспитанный, профессиональный. Вот как-то так идет. Отношения здесь достаточно медленные. Ну, по крайней мере, до момента, что он вас там на свидание позовет, может пройти несколько даже месяцев на самом-то деле. Но опять же, вы же тоже заняты будете, куда вам спешить. И он, понимая, что вы, например, заняты, тоже скажет: зачем мне спешить. Ну вот, пожалуйста, да, вот вы понимаете, как это работает. Он полюбит вас, причем сразу. О, звезда, конечно, звезда. Ой, и клевер. Слушайте, такие счастливые карты вышли. Ну вот не зря он подкову держит, вот прям не зря. Девочки, отношения будут строиться очень долго. Ну, то есть не так, как обычно там люди познакомились, сразу же там на свидание, друг друга узнают, либо там встречаются, либо расходятся. Здесь какой-то другой будет момент, что вы общаетесь профессионально, либо там время от времени там можете списываться, созваниваться, и потом уже там через какое-то время, ну, возможно, он там позовет вас на свидание, либо как-то намекнет на то, что вы ему нравитесь. Но он у вас на линии судьбы. То есть он придет в вашу жизнь, да? Он еще не пришел, он придет в вашу жизнь для того, чтобы что-то для вас судьбоносное сделать. Допустим, решить вашу очень сложную задачу, без которой нет движения вперед и в будущее.
либо стать вашим спутником жизни, да, стать вашим судьбоносным мужчиной. Какую задачу, я не скажу, потому что и карты не показали. Ну, счастливые карты, я просто не хочу на него больше гадать. Очень счастливые карты, и не хочу сглазить вам. Пусть будет так, да, пусть будет сердце, звезда и клевер. Все-таки звезда у нас посередине. Пусть долго он будет за вами ухаживать, либо долго вы будете идти к союзу, но по клеверу это знак самой большой удачи. Тем более в Ленорман эта карта самая счастливая. Поэтому, девочки, так. Зачем бы он ни пришел, поверьте, это принесет вам много хороших моментов. И вы скажете, что мне очень повезло, что этот мужчина в моей жизни появился. А отношения, ну, как бы будут выстраиваться достаточно долго. Да? По звезде это может быть и следующий год. Да? И год будут выстраиваться, либо в течение года, понимаете, да? В принципе, вам-то куда спешить? Дела у вас какие серьезные, вы уже птичка с 8. Этого, конечно, отошьете, я так понимаю. Ну, потому что он даже раздражать вас начнет. Под конец вот вашего взаимодействия вот этот огненный мужчина, он прям вас раздражает. Голос его слышите, а у вас уже глаз начинает дергаться. И думаете, куда ты взялся вообще, прицепился, банный лист. Да иди ты куда-нибудь, да отстань ты от меня. А этот мужчина вас всегда будет интриговать, ну не то чтобы интриговать, а скорее восхищать, и он всегда вам будет интересен. Вам очень интересно с ним общаться, потому что вы много нового узнаете, вы слышите интересную речь, да, правильно поставленную речь, вы понимаете, что вам говорят, вам интересно, да, какая-то там специфика там, его работы, либо специфика вашей проблемы. То есть это и полезно, и интересно, и как-то даже душевно мне идет. Да? Вот есть много умных людей, но не от всех людей ты воспринимаешь информацию одинаково. От кого-то ты ее принимаешь с большим интересом, а от кого-то информация просто не заходит, либо заходит с таким трудом, что уже, знаете, как-то не по себе. 2 мужчины до конца лета. Один явно судьбоносный, а другой, ну, скажем так, разгонит вашу тоску, приставать к вам будет, да, либо преследовать вас станет. Придется, девочки, отбиваться. Но и у вас, да, до конца лета тоже очень серьезные перемены. Мне идет, что да, будет взлет. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.